Добрый день, дорогие друзья. У нас Акела лежит, отдыхает. Очень редкие кадры на самом деле, когда его можно заснять так, подойти, и он не отреагирует и не подойдет. В основном он ходит туда-сюда, туда-сюда. Сейчас грустит, скучает, отдыхает. Вчера им дал всем индейки, купил, там по скидке было, и по 2 курицы каждому. Пока с мясокомбинатом ничего не настроено, покупаю в магазине еду. Блин, руки шатаются, когда приближаю. Летом надо заново будет эти все будки проходить, красить. Надеюсь, что уже все будут в выгулочных зонах волки, в вольерах новых. А эти будем реставрировать под западносибирских лаек и воландов. Скажи, не хватает, да, Алиту тебе сюда запустить, поигрался с неба. Акел, запустить Алиту к тебе? Тайгу не могу запустить, вдруг она беременна. Ты с ней переиграешь. И начнется. Чтобы не стрессовала тайга наша. Они сидят отдельно. И у них перекрыто. Вот такой доской перекрыл, чтобы он не раздражался, не видел ее, не скучал, не звал. Скажи, Акела, будем Новый год праздновать вместе теперь в Санкт-Петербурге? Елочку тебе не обещаю поставить, но какие-нибудь вкусняшки под Новый год и Рождество приготовлю. Вы говорите, мало Акелу снимаю. Друзья, стараюсь снимать всех. Как-нибудь попозже сделаю видео с ним. Как он может нежиться. У него разное настроение. Бывает нежится, бывает агрессирует. В секунду меняется. Вот он засыпает под мой голос, под мой разговор. Акела, тебе сказки на ночь, да, читать надо? Скажи, дневной сон. Расскажи мне, Андрей, что-нибудь. Расскажи моим друзьям, зрителям, как я здесь. Скажи, что у меня все хорошо, не голодный. Внимания тоже хватает ему. Я каждый день к нему, друзья, захожу, убираюсь. Сейчас покажу вольер какой-нибудь чистый. Стараюсь контакт держать с ним каждый день. Ну все, уснул. Все, Акела, спи сладко. Ни на кого не отвлекайся. Закрывай глаза. Вот молодец. Вот и уснул наш Акела. А теперь у нас братиш отдыхает. Отдыхай, лежи там. подойти. Хочешь?
хочет подойти. Ух, какой волк, какой серьезный волк. Всю ночь бесится, а днем потом спят. О, как он умеет. Братиш, ложись, тоже отдыхай. Братиш, ложись. Отдыхайте, спите. Вот молодец. Сладких снов тебе. Сладких, фруктовых. Мясных. Баю, баюшки, баю. В общем, укладываю волков спать. Спи, моя радость, усни. Спать, спать, братиш, спать, спать. Спатки, спатки, спатки. Надо сил набираться. Ложись спать. Они с Фурией на самом деле очень дружат, играются, но я, помните, говорил, что если братиш отбирает еду, то он ее может, ну все, не отдает, защищает. Но в тот моменте я увидел, что Фурия как наваляла ему за шкирку его и отобрала еду. Я как бы удивился, так интересно стало. При мне она этого не делает, а я как бы сидел там, следил за всем. Он, походу, много съедает. Но я, друзья, всегда перегонку закрываю. И когда много еды наваливаю, я понимаю, что братиш это не доест. И Фурия все съест остальное. А когда еды ограничено, я естественно, перегонку закрываю и даю им по отдельности пищу. Ну все, братиш тоже лег спать. Спи сладко, братиш. Фурия, тебя уложить спать? Ну тебя точно не уложишь. Красотка. Тайга тоже красавица. Фурия. Алита. Все красавицы. О, волчик спит. И Акелу, и братиша уложил спать. Что ты на меня смотришь? Фурия. Ой, какая ты красивая. Какая ты красивая, Фурия. Красоточка. Прям красотка ты. Давай я тебя тоже уложу спать. Алит, тебя уложить? Ну тебя энерджайзера тоже тяжело будет уложить спать.